Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о расплате за сделанное добро. Один держал, а другой голову начал откручивать. Я им говорю, берите, только не убивайте. 86-летнюю пенсионерку оставил без денег мужчина, которого она пожалела. Покажем момент задержания ректора КНИТУ. Мужчину подозревают в мошенничестве. А также хроника дорожных происшествий. Видел вот просто две фары, и все. Это и не только. Прямо сейчас. Спонсор показа — автосалон «Диалог Авто», 288 88 40. Накормила голодного незнакомца, в благодарность была ограблена. На 86-летнюю сердобольную пенсионерку напали в ее же подъезде на улице Шамиля Усманова. С нападавшим она познакомилась неделю назад. По словам пожилой женщины, она покупала мужчине еду и даже предложила ему ночлег, когда тот попал в трудную ситуацию. Отплатил он ей нападением и оставил без денег. Обо всем по порядку. Елена Веселова. Случайно знакомство неделю тому назад. Человек попросил поесть. Я, говорит, очень голоден. Сделав доброе дело, 86-летняя Рима Амурская даже не подозревала, чем впоследствии обернется для нее это случайное знакомство. Он рассказал, что зовут его Лева, что ему 42 года, поведал и о своей нелегкой жизни. Мол, жена недавно свела счеты с жизнью, была наркозависимой. Мать доживает последние дни в больнице, страдает тем же недугом. Сам же живет рядом, но ночевал на улице, потерял ключи от квартиры и не может попасть домой. Это и стало поводом дойти вместе до квартиры пенсионерки. У нее на этаже висит объявление с номером телефона мастера по вскрытию замков. А он говорит, ты пусти меня на ночь, а то я страшно замерз. А я ему говорю, у меня пакеты на полу. Если будешь спать на полу, на пакетах. Он так это посмотрел, скривился, ушел. Думаю, бабы с воздуха были легче. Вот только спустя время мужчина вновь вернулся к пенсионерке, предлагал помочь вынести мешки с мусором из квартиры. Еще тогда женщина обратила внимание, что одет он по-другому. Запомнила, но значения не придала. Я ему говорю, где же ты успел сменить-то? Ты же в квартиру свою попасть не можешь. А он говорит, а это мне товарищи друзья дали. Думаю, ничего себе у друзей запас штанов на любые размеры. От помощи женщина тогда отказалась, но возражения ее новый знакомый слышать не хотел. Он рвется, этот Лева, якобы Лева на самом деле, или Нурцен какой-то. Рвется в квартиру. Я говорю, в квартиру я не пущу. Вернулся он вскоре и уже не один. Компанию ему составили еще двое мужчин, чтобы быстрее спустить ненужные вещи в сарай в подвале дома. Мужики-то вторые представились, что они из ЖКО. Он, главное, а я говорю, а документы? Он вынул и говорит, вот. Я говорю, ты открой, покажи, что внутри-то. А что ты мне корочки показываешь? А он говорит, нам не разрешается. Мужчины предложили женщине спуститься в подвал первой. Ее аргументы о медленной ходьбе их не убедили. В итоге Рима Шагитовна начала спускаться по лестнице, оставив позади себя троих незнакомцев. Я пошла первой, и вот в это время они на меня и навалились. Один держал сзади, вот, руки держал. А другой голову начал откручивать. Я им говорю, берите, только не убивайте. Они вот и рвались этот вот мой шейный кошелек снять. Особенно обидно женщине еще из-за того, что никто из соседей не пришел на помощь. А я кричала, грабят, я кричала. И убивает. Вот когда голову начал крутить. В кошельке у пенсионерки было чуть меньше 4000 рублей. Эти деньги она только-только сняла в банке. 3 800. Я 3 сегодня взяла в банке. Хотел 10, Бог миловал. Размер добычи нападавших не устроил, и они прихватили с собой ее банковскую карту. Вызвать полицию сразу не смогла. Телефон выпал из рук и разбился. Вышла на улицу, встретила соседей, но помочь они тоже не спешили. Женщина идет. Я говорю, вы добрый человек. Она говорит, она ничего не говорит. Я говорю, дайте мне возможность позвонить в милицию. Меня только что ограбили. Ага, она вскоре от меня. Стражи порядка вызвала сама, когда ей помогли собрать телефон. Подозреваемые находятся в розыске. По крайней мере, одного из них женщина уже опознала по фотографии. Елена Веселова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Ректора КНИТУ задержали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, 49-летний Сергей Юшко с 2004 по 2017 год работал в технопарке «Идея», а также числился заведующим кафедрой инженерной графики и деканом факультетов КНИТУ. И везде на условиях полной занятости. При этом фактически деканата не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следователи уверены, что таким образом он незаконно получил более 7 миллионов рублей. В ближайшее время задержанному выберут меру пресечения. 15 человек, находившихся в федеральном розыске, были задержаны сотрудниками УФСИН в течение 4 дней. Они проводили операцию «Розыск», в которой приняли участие более сотни сотрудников службы исполнения наказаний и полицейских. Одна из разысканных осужденных не прибыла в установленное время для отбытия наказания в колонию поселения. Остальные уклонялись от наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Они скрывались от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Зарезавший свою бывшую жену, сына и пасынка, 41-летний Айнур Харисов отправился под суд. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Менделеевска. Напомню, трагедия произошла в декабре минувшего года. Пьяный мужчина пришел к ним домой и стал резать одного за другим. 38-летнюю возлюбленную, родного 2-летнего сына, а затем и 19-летнего сына бывшей жены. Раненому 12-летнему пасынку удалось сбежать из окна и добежать до магазина. Там ему помогла продавщица. Предполагаемого убийцу задержали. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме и сообщил, что совершил убийство на почве ревности. Полицейские Автограда прикрыли наркопритон. Они задержали 44-летнего ранее судимого безработного местного жителя и выяснили, что с марта по апрель текущего года он в своей квартире организовал притон для наркозависимых. В отношении него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм рабочим. Руку мужчины затянуло в кормораздатчик. Все произошло на производстве в селе Казаклар Тюльчинского района. Как считает следствие, 25-летний оператор цеха получил тяжелые травмы во время осмотра техники. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. «Лада» 10-й модели «Нива» столкнулись вечером в Высокогорском районе. В аварии никто не пострадал. Больше всего досталось «Ладе». У машины была разбита вся передняя часть. Оба водителя договорились на месте происшествия и обошлось без помощи сотрудников ГИБДД. «Лада» 14-й модели сбила мотоцикл на улице Ершова. Водитель легковушки стал разворачиваться, не заметив встречного мотоциклиста, и перегородил ему дорогу. К чему все это привело, знает Рамиль Шайдулин. Там проезжала мимо раз бригада. Сразу остановились, увидели, посмотрели. Сказали, ничего серьезного, я сам видел. То есть крови нет. Подвижность конечности не сильно ограничена. Двигаться может, небольшая боль. Сперва мотоциклист отказывался от помощи проезжающих мимо медиков, но когда приехала вторая бригада скорой помощи, он все же решился на госпитализацию. Уже в больнице у него диагностировали растяжение правого голеностопного сустава и ушибленные ссадины левого бедра и левой кисти. На месте аварии остался лишь очевидец и второй участник аварии. Начал разворачиваться, и тут мотоцикл, но я его вообще не заметил. И вот я как раз развернулся, и мотоцикл, чтобы не врезаться в меня, получается, сделал маневр, и вот потерял управление, и вот произошло все вот это вот. И мотоциклист, и водитель легковушки двигались по улице Ершова, только в противоположных направлениях. На пересечении с улицы Новаторов автомобилист стал разворачиваться, решив, что маневр безопасен. Я не знаю, какой маневр. Не могу сказать. Вы вообще даже не видели его, да? Я разворачивался, вот, видел вот просто 2 фары, и все. Все вот. И тут просто вот сделал почти вот уже разворот, и вот он уже. Полную картину произошедшего автоинспекторы установят после того, как поговорят с мотоциклистом. Рамиль Шайдулин, Айран Азипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Чанган CS-55. Удовольствие в движении.
у официального дилера «Чанган». Диалог Авто. Казань. Горьковское шоссе 47. Телефон 288 88 40.